Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана назначил нового посла в Ирландии. Глава МИД Туркменистана и премьер-министр Пакистана провели встречу в Исламабаде. Дни культуры России пройдут в Ашхабаде 16 и 17 октября и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Язмурата Серяева чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Республике Ирландия. Одновременно Серяев будет исполнять обязанности посла в Великобритании и Северной Ирландии. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которой обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе реализация проектов ТАПИ и ТАП. Встреча состоялась в рамках визита туркменской делегации в Пакистан для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. В Ашхабаде 16 и 17 октября пройдут Дни культуры России в Туркменистане. Открытие мероприятия состоится 16 октября выступлением Государственного академического ансамбля народного танца «Адыгея» «Нальмас». Концерт пройдет во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана и начнется в 19:00. 17 октября программу продолжит концерт классической музыки на встречу юбилею Петра Ильича Чайковского. Пианист Дмитрий Маслеев исполнит произведения Чайковского и Рахманинова. Концерт начнется в 19:00 во дворце Мукамов. Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов станет почетным гостем международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2024», которая пройдет в Ашхабаде с 23 по 25 октября. Мирзамахмудов выступит на сессии «Новые тенденции на глобальном энергетическом рынке и перспективы взаимовыгодного сотрудничества», где обсудят ключевые вопросы международного энергетического сотрудничества. В рамках сессии планируется обзор текущих тенденций мирового энергетического рынка и обсуждение стратегической роли Туркменистана в этом контексте. Делегация Туркменистана приняла участие в 75-й сессии Исполнительного комитета программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своей приветственной речи высоко оценил усилия руководства Туркменистана по искоренению безгражданства. Постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев, выступая на первой панельной сессии, отметил, что благодаря инициативам председателя Халк-Маслихаты Туркменистана и президента Туркменистана 24 сентября в стране завершена кампания по полному искоренению безгражданства. В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра Мяхриби Ашимовой с руководителем австрийско-туркменского общества Недой Бергер. Ключевым моментом обсуждения стала оценка значимости проведения 6-го Венского бала в городе Аркадак, который прошел в рамках празднования 300-летия со дня рождения великого поэта Махтумкули Фраги. Стороны отметили, что это мероприятие стало ярким символом активного туркмено-австрийского творческого взаимодействия. В ходе встречи также были рассмотрены результаты деятельности австрийско-туркменского общества и обсуждены текущие и перспективные направления сотрудничества между двумя странами. Китайская компания United Aircraft Group разработала уникальный беспилотный летательный аппарат Langying R6000, который считается крупнейшим в мире конвертопланом. Это воздушное судно массой 6 тонн способно перевозить до 2 тонн груза и может эксплуатироваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Летом 2024 года БПЛА успешно прошел первые испытания, продемонстрировав безупречную работу всех систем в течение 20-минутного полета. Система «Все включено» в турецких отелях может претерпеть серьезные изменения из-за чрезмерного расточительства отдыхающих. Мустафа Коркутата, представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары, сообщил, что туристы часто набирают больше еды, чем могут съесть, в результате чего до 65% пищи оказывается выброшенной. По данным Коркутаты, ежедневно на одного гостя приходится от 220 до 400 граммов пищевых отходов. В масштабах страны это приводит к потерям около 50 миллиардов турецких лир ежегодно. Такое поведение туристов он охарактеризовал как потребительский терроризм. Сборная Ирана разгромила команду Катара со счетом 4-1 в домашнем матче 4-го тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу. В составе победителей по дублю оформили Сердар Азмун и Мохаммад Махиби. У катарской сборной отличился Алмаез Али. В других матчах игрового дня футболисты сборной Узбекистана со счетом 1-0 победили команду ОАЭ, а сборная Киргизстана с таким же счетом обыграла команду КНДР. Чемпионат мира 2026 года пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Из азиатского отборочного турнира в финальную часть напрямую пройдут 6 команд.
3 футбольных арбитра из Туркменистана вошли в список судей, которые будут обслуживать матчи группы А Лиги вызова АФК. Ресул Мамедов назначен главным арбитром, а Пальван Пальванов и Ахмед Бекназаров будут выполнять роль ассистентов. Матчи группы А пройдут в Бутане с 23 октября по 2 ноября. Помимо туркменских специалистов, для судейства матчей этой группы приглашены арбитры из Бахрейна, Китая, Иордании и Таиланда. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.